Глава 9. Агония Химеры. 945-966 годы. Переворот в Киеве. До тех пор, пока хазарское правительство подчиняло себе народы многочисленные, как черные болгары, культурные, как аланы, храбрые, как печенеги, и вольнолюбивые, как гузы, оно умело управлять ими. Всегда можно было подкупить вождя или нанять на службу удальцов из народа, или обольстить влиятельных женщин, или завербовать предателей. Важно было то, что этнопсихологическую реакцию можно было рассчитать, так как творческие элементы в психологии были вытеснены традиционными, поддающимися изучению. Но древние славяно-русы в X веке, в отличие от перечисленных народностей, были пассионарным этносом. Надлом, то есть переход из акматической фазы в инерционную, связанный с варяжской узурпацией, унес много жертв и принес немало позора, но не полностью уничтожил пассионарный генофонд в стране. В благодатном ландшафте, в устойчивом быте, не нарушенном ни техническими усовершенствованиями, ни европейскими методами воспитания, росли сироты, дети богатырей, погибших на Черном море от греческого огня и на Каспийском от эпидемий. Они знали, кто послал их отцов на гибель, отобрав предварительно заветные мечи. Они видели, куда уходили шкуры белок и куниц, и от чего мерзли их матери и сестры. Они слышали грозные окрики из Киева, где сидел князь, надежно защищенный от народа союзом с хазарским царем, войско которого было всегда наготове. В этой обстановке росли ровесники князя Святослава. По аутентичному источнику-летописанию, князь Святослав родился в 942 году. Его официальный отец, Игорь, в 879 году был детеск вельми. Но даже в этом случае в 942 году ему было более 60 лет, а его жене Ольге 49-50. Святослав был их первенец, и он действительно был сын Ольги. А что касается Игоря Рюриковича, то это на совести автора аутентичного источника, так же, как и возраст Ольги, которая вплоть до кончины в 969 году вела себя куда более деятельно, чем это может старуха в 76 лет. Нестор погрешил против истины. В 946 году Мал сватается к Ольге, которой 54 года. Нелепость, но это не описание династического брака, а вставная дидактическая новелла. В 955 году на приеме у Константина Багрянародного она была, согласно Нестору, столь красива лицом, что Базилевс влюбился. В старуху 62 лет? Одно из двух. Неверен или возраст Ольги, или все остальное. Интересно, что Ольга с сыном жили не в Киеве, а в Вышгороде, где кормильцем Святослава, то есть учителем, был некто Асмуд, а воеводой его царя – Свинельд. Свинельд имел на прокорм своей дружины дань с древлян и уличей. Игорева дружина считала, что это для него слишком роскошно. Игорю приходилось платить дань хазарам и кормить свою дружину. В 941 и 943 годах киевский князь откупается от хазарского царя, участвуя в его походах, но в 944 году Игорь, побуждаемый дружиной, идет походом на Деревскую землю, чтобы собрать себе дань, причитающуюся Свинельду и его дружине. Но Свинельд не отказывается от данных ему прав. Происходит столкновение Игоревой дружины со Свинельдовой и с древлянами, подданными Свинельда. В этом столкновении Игорь убит Мстиславом Лютом, сыном Свинельда. Версия Шахматова устраняет одну из нелепостей версии Нестора, согласно которой корыстолюбие Игоря было сопряжено с легкомыслием. В самом деле, как отпустить дружину, оставаясь в разграбленной стране? Другое дело, если Игорь и его советники были уверены в бессилии древлян и пали жертвой заговора, организованного в Вышгороде. Но и тогда остается неясным, почему киевская дружина не отомстила Мстиславу Лютому за измену и гибель пусть не князя, но своих соратников. И как на это решились в Вышгороде, когда силы Киева превосходили их силу вдвое? И, наконец, почему заговор удался, а месть Мстиславу Лютому совершилась в 975 году, когда его убил Олег Святославич, точнее его свита? В обеих версиях чего-то не хватает. По нашему мнению, не учтено влияние хазарского царя Иосифа.
После похода Песоха киевский князь стал вассалом хазарского царя, а следовательно был уверен в его поддержке. Поэтому он перестал считаться с договорами и условиями, которые он заключил со своими подданными, полагая, что они ценят свои жизни больше своего имущества. Это типично еврейская постановка вопроса, где не учитываются чужие эмоции. Свинельдичем и его дружиной овладела обида. Они восприняли лишение их доли дани, без которой вполне можно было обойтись, как оскорбительное пренебрежение, на которое ответили убийством князя. Но так как Игорь и окружавшие его варяги после 2 тяжелых поражений были на Руси непопулярны, то заговорщиков поддержали широкие массы древлян, благодаря чему переворот удался, ибо княжеская дружина оказалась в изоляции. На этом не кончились неясности хронологии. Возникли сомнения по поводу даты крещения Ольги и ее поездки в Константинополь. Рыбаков отвергает версию повести временных лет, чем поддерживает мнение Татищева, опиравшегося на утерянную Иоакимовскую летопись, и Литаврина, который, пересмотрев византийские источники, обосновал ранее отвергнутую дату 957 год. Голубинский сверх того полагает, что Ольга приехала в Царьград уже крещеной со своим духовником Григорием, а крестилась еще в Киеве. Для нашей проблемы эта дата была бы важна, так как в X веке смена религии означала поворот во внешней политике, то есть в отношениях Руси с Хазарией. Но с другой стороны, всеми авторами отмечено, что Ольга хранила свое крещение в глубокой тайне до 955 года, после которого, по свидетельству Иакова Мниха, она угождала Богу добрыми делами. Рыбаков отмечает ненадежность летописных дат, но это свидетельство принимает. В число последних входила война с Хазарией. Но до этого княгиня Ольга держала себя осторожно, лишь разрешая русским удальцам служить в византийских войсках за достойную плату. Но даже это стало возможно после переворота, когда наступило короткое междукняжие, после которого князем стал малолетний Святослав, регеншей его мать, псковитянка Ольга, а главой правительства воевода Свинельд, отец Мстислава Лютого. Состав нового правительства говорит сам за себя. Отметим лишь, что старшее поколение носит скандинавские, а младшие – славянские имена. Короче говоря, вся фактическая власть сосредоточилась в руках либо славян, либо ославяненных россов. Неясен и, вероятно, неразрешим только один вопрос. Был ли Святослав сыном Игоря Старого? Летопись в этом не сомневается. У нас нет уверенности в этом. Тексты Киевского свода 1039 года и Новгородского свода 1050 года, восстановленные Шахматовым. Вымышленные генеалогии – слишком частое явление, чтобы придавать им большое значение. Например, подлинная фамилия русского царя Павла I – Готторп. Но в плане этнологическом это не так уж важно. Ольга и Свинельд восстановили славяно-русскую традицию и вернули Русь на тот путь, по которому она двигалась до варяжской узурпации. И последствия оказались самыми благоприятными для русской земли и весьма тяжелыми для еврейской общины в Хазарии. Но я не решаюсь следовать Шахматову в отождествлении древлянского князя Мала и Люта Свинельдича. Не получается. После убийства Игоря повторным покорением древлян руководил Свинельд. Вряд ли он выступил против своего сына. Люта Свинельдича в 975 году убил Олег Святославич, которому еще не было 15 лет. Год рождения Святослава – 942. Олег – младший брат Ярополка, значит, он мог родиться не ранее 961 года, а скорее всего позже. Значит, это сделали его приближенные. Но репрессию проводил опять-таки Свинельд, первый советник Ярополка. Последний корил Свинельда за гибель Олега, ибо ясно, что мальчик был не повинен в грехах старших дружинников. Больше Свинельд в летописи не упомянут. Но главное, Владимир, сын Малуши и племянник Добрыни, опирался на варягов, с их помощью погубил Рогволда и Ярополка и взял Киев. Но тут ему пришлось столкнуться с сопротивлением горожан, которые не хотели ни платить варягам по 2 гривны с человека, ни видеть их у себя в городе Киеве. И Владимир был вынужден отправить варягов в Константинополь,
без оплаты за труды. Главой правительства при Владимире был Добрыня. Считать то, что он возглавил поход против своего деда, то есть Свинельда, местью убийцам своего отца, то есть Люта, нелепо, а по этическим нормам X века невозможно. Логичнее летописная версия, где дети древлянского князя мало выступают против угнетателей Свинельда и его сына, блокируясь с их врагами, варяжской партией. Но враги наших врагов не всегда наши друзья. Как только надобность в варягах миновала, от них избавились. Славянский элемент восторжествовал и над нормандским, и над рассамонским, сохранив от последнего только само название. Поляне, я же ныне рекомая Русь. Смена веры в 988 году позволила покончить с северными заморскими традициями, и Русь вступила в инерционный период этногенеза, при котором условия для накопления культурных ценностей оптимальны. Лицом к лицу. Русь, избавившись от варяжского руководства, восстанавливалась быстро, хотя и не без некоторых трудностей. В 946 году Свинельд усмирил древлян и возложил на них дань тяжкую, 2/3 которой шли в Киев, а остальное в Вышгород, город, принадлежавший Ольге. В 947 году Ольга отправилась на север и обложила данью погосты Пометья и Луге. Но левобережье Днепра осталось независимым от Киева и, по-видимому, в союзе с хазарским правительством. Это видно из того, что Радимичей заново покорил воевода Владимира Волчий Хвост в 984 году. Вряд ли хазарский царь Иосиф был доволен переходом власти в Киеве из рук варяжского конунга к русскому князю, но похода Песаха он не повторил. За истекшие 5 лет внешнее положение еврейской общины Итиля осложнилось. Прекратилась не только торговля с Багдадом вследствие победы буидов, но и китайская торговля потерпела урон. В 946 году кидане взяли Кайфын, столицу Китая и узел караванной торговли. Потом отдали его тюркам Шато, а те оказались во вражде и с киданями, и с китайцами. Торговля от этих неурядиц пострадала сильно. А во Франции тоже шла ожесточенная война между последними каролингами и герцогами Иль-де-Франс. Как уже было сказано, каролинги за деньги давали защиту французским евреям, поэтому их поражение и неминуемость падения Западной империи не сулили евреям ничего доброго. Исходя из этих обстоятельств, хазарский царь Иосиф счел за благо воздержаться от похода на Русь, но отсрочка не пошла ему на пользу. Ольга отправилась в Константинополь и 9 сентября 957 года приняла там крещение, что означало заключение тесного союза с Византией, естественным врагом иудейской Хазарии. Попытка перетянуть Ольгу в католичество, то есть на сторону Германии, предпринятая епископом Адальбертом, по заданию императора Оттона I, прибывшим в Киев в 961 году, успеха не имела. С этого момента царь Иосиф потерял надежду на мир с Русью, и это было естественно. Война началась, видимо, сразу после крещения Ольги. То, что война Хазарии с Русью шла в 50-х годах X века, определенно подтверждает письмо царя Иосифа к Хаздае ибн Шафруту, министру Абдар-Рахмана III, амиядского халифа Испании, написанное до 960 года. «Я живу у входа в реку и не пускаю русов, прибывающих на кораблях, проникнуть к ним, мусульманам. Точно так же я не пускаю всех врагов их, приходящих сухим путем, проникать в их страну. Я веду с ними, врагами мусульман, упорную войну. Если бы я оставил их в покое, они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада». Это, конечно, преувеличение. Буиды в Иране, Багдаде и Азербайджане держались крепко. По-видимому, Иосиф хотел расположить к себе халифа Испании, чтобы попытаться создать антивизантийский блок на Средиземном море, где как раз в это время греки при поддержке русов отвоевывали Крит, базу арабо-испанских пиратов. В 960 году Никифор Фока одержал победу. Надежды царя Иосифа на помощь западных мусульман разбились вдребезги. Тем не менее, Византия не могла активно помочь обновленной Руси. Силы греков были скованы наступлением на Киликию и Сирию. В решающие 965 и 966 годы Никифор Фока взял Мапсуистию,
Таре, завоевал Кипр и дошел до стен великого града Божьего, Антиохии. Эти победы стоили дорого. В Константинополе в 965-969 годах царил голод, так как цена хлеба поднялась в 8 раз. Популярность правительства падала. Однако дружба с Византией обеспечила Руси союз с печенегами, важный при войне с Хазарией. Печенеги, придя на западную окраину степи, оказались в очень сложном положении между греками, болгарами и русскими. Чтобы не быть раздавленными, печенеги заключили союзные договоры с русскими и греками, обеспечивали безопасность торговли между Киевом и Херсонесом, снабжали русов саблями взамен тяжелых мечей. Этот союз продолжался до 968 года, то есть до очередного русско-византийского конфликта. Но в решающий момент войны с Хазарией печенеги были на стороне киевского князя. Сторонниками хазарского царя в это время были ясы, осетины и косоги, черкесы, занимавшие в X веке степи Северного Кавказа. Однако преданность их иудейскому правительству была сомнительна, а усердие приближалось к нулю. Во время войны они вели себя очень вяло. Примерно так же держали себя вятичи, данники хазар, а болгары вообще отказали хазарам в помощи и дружили с гузами, врагами хазарского царя. Последний мог надеяться только на помощь среднеазиатских мусульман. Искренность и выгода. Казалось бы, естественно, что на востоке союзником иудейской Хазарии было таджикское государство саманидов, известное благодаря активной внешней торговле и блестящей культуре. Однако положение в этой державе было сложным. За 150 лет господства аббасидов в Средней Азии и Иране потомки арабов, персов, сагдийцев и части парфян сумели приспособиться к новым условиям и к X веку слились в монолитный таджикский этнос. Именно таджиков возглавила местная династия саманидов, и созданная ими культура блистала как алмаз, по сравнению с которой все прочие оправа. Здесь, в кратком очерке, нет возможности описать эту богатую эпоху. Но кристаллы появляются при остывании магмы. За одно только столетие доблесть дихкан, вознесших трон Исмаила Самани, растаяла в очаровании садов, в веселом шуме базаров и благолепии суннитских мечетей. Потомки воинов стали веселыми и образованными обывателями. Вскоре саманиды, чтобы сохранить свою державу, стали покупать тюркских рабов, гулямов, и составлять из них войско. Те, оставаясь де юре рабами, могли делать карьеру, порой головокружительную, вплоть до наместников провинций, поскольку фактически гулямы были куда сильнее свободных дихкан и купцов. Ведь в их руках были сабли, и все они были профессиональными вояками. Таким любое ополчение не страшно. И за границей были тюрки, ставшие мусульманами. В 960 году приняли ислам карлуки, вслед за ними воинственные чигили и храбрые ягма. Это снискало им симпатии могущественной суннитской церкви, опасающейся вольномыслия саманидов. Шииты казались мусульманскому духовенству большими врагами, чем иноплеменники. К 999 году саманиды были преданы буквально всеми: тюркскими наемниками, духовенством, горожанами Бухары, но и до этого помочь хазарским евреям они не могли. В ином положении был одинокий оазис Хорезм, неподалеку от Аральского моря. Хорезм подобен зеленому острову среди желтой пустыни, и древнее население его, Харасмии или Хвалиссы, избежало арабского погрома, преобразившего города Сагдианы. Хорезмшах покорился арабам еще в 712 году, согласился на уплату дани и обязался оказывать военную помощь. Этим он спас свой народ, состарившийся и уставший. Харасмии – близкие родственники парфян, следовательно, начальная дата их этногенеза – 6-3 века до нашей эры, но ему еще предшествовал инкубационный период, длительность коего определить пока трудно. Значит, к X веку нашей эры Харасмии прошли все фазы этногенеза и находились в гомеостазе, что позволило им без сопротивления принять в свою среду пассионарных тюрок, стремившихся с ними ужиться. Это сделало возможной полную ассимиляцию на мирной основе. В X веке в Хорезмском оазисе было два государства. Старожилами в Кяте правил Хорезмшах,
осевшими в Угренче тюрками эмир. Они объединились в 966 году, и тогда Хорезм стал тюркоязычным, оседлым самостоятельным этническим образованием. Необходимую для этого традицию сберегли потомки харасмиев, а пассионарность привнесли тюрки, главным образом туркмены. За X век, благодаря исключительно благоприятным условиям, симбиоз превратился в системную целостность, этнос в мусульманском суперэтносе. Можно задуматься над тем, откуда взялась пассионарность у приоральских кочевников. Эти потомки сарматов должны были растратить ее одновременно с харасмиями, сагдийцами и парфянами. Да, так. Но в VI-VII веках, в эпоху западно-тюркютского каганата, с берегов Архона шел генетический дрейф, разносящий признак на окраины ареала популяции. Вавилов доказал, что рецессивные мутации постепенно оттесняются на окраины видовых и расовых ареалов. Письма к академику Вернадскому, цитата по Чебоксаровой: «Народы, расы, культуры». Попросту говоря, степные богатыри во время походов на запад награждали местных красавиц своей благосклонностью, а появлявшиеся потомки наследовали пассионарность отцов. Современники характеризовали хорезмийцев так: они храбро воюют с гузами и недоступны для них. Истахри. Они люди гостеприимные, любители поесть, храбрые и крепкие в бою. Магдиси. Люди его, города Кята, борцы за веру и воинственны. Население его, Угренча, славится воинственностью и искусством метать стрелы. Худуд ал-Алям. Каждой осенью с наступлением холодов царь Хорезма выступал в поход против гузов. Бируни. А так как гузы в X веке стали врагами Хазарского царства, то у царя Иосифа были все основания надеяться на помощь Хорезма. Ведь экономическое благополучие Угренча и Кята в первой половине X века было основано на торговле с Хазарией, шедшей через Устюрт и Мангышлак в обход кочевий гузов. Будь царь Иосиф или другой еврей владыкой Угренча, он поддержал бы хазарскую иудейскую общину, потому что это было выгодно не только ему, но и его стране. Но в Угренче правил тюрк, который ради веры пошел на не менее выгодный союз с освободившимся от Хазарии булгаром. Гузы, воюя с хорезмийцами, купцов через свои земли пропускали, взимая пошлину. Эта торговля была менее выгодна Хорезму, зато совесть тюрка была чиста. Понятие «выгода» у разных этносов и в разные эпохи различно. Для эмира Угренча деньги значили много, но не все. Он не мог на них купить расположение мул и улемов, энтузиазм своих конных стрелков, симпатии соседних кочевников и даже любовь своих жен. В Азии не все продается, а многое дается даром ради искренней симпатии, которую эмир должен приобрести, если не хочет сменить трон на могилу. Поскольку общественное мнение хорезмийцев X века формировалось в постоянной войне за ислам, то и правитель их должен был поступать в согласии с установленным стереотипом поведения. Он так и делал. Магдиси сообщает: городами Хазарии иногда завладевает деятель Джурджани. И в другом месте: слышал я, что Ал-Мамун нашествовал на них, Хазар, из Джурджании, победил их и обратил к исламу. Затем слышал я, что племя из Рума, которое зовется Рус, нашествовало на них и овладело их страною. И Ибн Мисковейх, и Ибн Ал-Асир сообщают о нападении в 965 году на Кагана Хазарии какого-то тюркского народа. Хорезм дал помощь при условии обращения Хазар в ислам, а потом обратился и сам Каган. Сопоставим эти сведения с тем, что мы уже знаем. В 943 году хазарские иудеи и хорезмийцы, по свидетельству Масуди, были в союзе. В 965 году хазарская держава пала. Следовательно, колебания политики Хорезма имели место в промежутке между этими датами. Логично думать, что шансы царя Иосифа упали после поездки Ольги в Константинополь в 957 году. Значит, в эти годы, 957-964, хорезмийцы под предлогом защиты хазар от гузов и русов обратили языческое население дельты Волги в ислам. Те пошли на это охотно, потому что не видели от своих правителей ничего доброго. Таким образом, Святославу была открыта дорога на Итиль,
а подготовка к войне закончена. Толстов, вопреки Макдиси, полагает, что завоевание Хазарии русами предшествовало вступлению в Хазарию харизмийцев. Он пытается сопоставить вторжение русов с походом Владимира на Булгар в 985 году. Для такого мнения оснований нет. Пятый акт трагедии. 964 год застал Святослава на Оке, в земле Вятичей. Война русов с хазарскими иудеями уже была в полном разгаре, но вести наступление через донские степи, контролируемые хазарской конницей, киевский князь не решился. Сила русов X века была в ладьях, а Волга широка. Без излишних столкновений с вятичами русы срубили и наладили ладьи, а весной 965 года спустились по Оке и Волге к Итилю, в тыл хазарским регулярным войскам, ожидавшим врага между Доном и Днепром. Это ответ на сомнения Шахматова. Толстов полагает, что русы встретились с гузами около Верхнедонского Волока, то есть выше Итиля, и двинулись вверх по Волге. Однако течение на Волге настолько сильное, что подняться против течения можно было только при помощи бурлаков. В военных условиях это слишком опасно. Поэтому надо считать, что русы спускались по Оке и Волге самосплавом, при котором воины не устают и могут быть готовы к бою с противником. Поход был продуман безукоризненно. Русы, выбирая удобный момент, выходили на берег, пополняли запасы пищи, не брезгуя грабежами, возвращались на свои ладьи и плыли по Волге, не опасаясь внезапного нападения болгар, буртасов и хазар. Как было дальше, можно только догадываться. При впадении в реку Сарысу Волга образует два протока. Западный, собственно, Волга, и восточный, Ахтуба. Между ними лежит зеленый остров, на котором стоял Итиль, сердце иудейской Хазарии, правый берег Волги, суглинистая равнина. Возможно, туда подошли печенеги. Левый берег Ахтубы – песчаные барханы, где хозяевами были гузы. Если часть русских людей спустилась по Волге и Ахтубе ниже Итиля, то столица Хазарии превратилась в ловушку для обороняющихся, без надежды на спасение. Продвижение русов вниз по Волге шло самосплавом, и поэтому настолько медленно, что местные жители, хазары, имели время убежать в непроходимые заросли дельты, где русы не смогли бы их найти, даже если бы вздумали искать. Но потомки иудеев и тюрок проявили древнюю храбрость. Сопротивление русам возглавил не царь Иосиф, а безымянный Каган. Летописец лаконичен. «И бывши брани, а дале святое, лав казарам, и град ик взя». Там сказано «и град их, и белую вежу взя». Значит, град не белая вежа. Смотреть Артамонова указанное сочинение. Вряд ли кто-то из побежденных остался в живых. А куда убежали еврейский царь и его приближенные соплеменники, неизвестно. Эта победа решила судьбу войны и судьбу Хазарии. Центр сложной системы исчез, и система распалась. Многочисленные хазары не стали подставлять головы под русские мечи. Это им было совсем не нужно. Они знали, что русам нечего делать в дельте Волги. А то, что русы избавили их от гнетущей власти, им было только приятно. Поэтому дальнейший поход Святослава по наезженной дороге ежегодных перекочевок тюрко-хазарского хана через черные земли к Среднему Тереку, то есть к Семендеру, затем через кубанские степи к Дону и после взятия Саркела в Киев, прошел беспрепятственно. Предположение о перемещении русской рати с Волги на Терек или что тоже от Итиля к Семендеру морем абсолютно невероятно. Речные ладьи должны были сначала застрять на перекатах в дельте, затем они не годились для плавания по бурному Каспийскому морю и, наконец, подняться водой по Тереку до того места, где сейчас находится станица Гребенская, невозможно. Местоположение Семендера между современными станицами Гребенской и Шелковской доказано. Смотреть Гумилев, Хазария и Терек. Вестник ЛГУ, 24 номер 1964 года. Он же «Открытие Хазарии». Он же «Где же тогда Семендер?» История СССР, 3 номер 1969 года. Но не было замечено Пашута.
Ведь прежние походы русов на Гилян и в Азербайджан совершились благодаря поддержке иудео-хазарского правительства, снабжавшего флот лоцманами и пригодными кораблями. В 965-966 годах не было ни того, ни другого. Поэтому следует предпочесть традиционную версию маршрута русской рати, подыскав реальное объяснение того, что разрушения ею причиненные были невелики. Погибали здания и сады, но не люди. Русские ратники, изголодавшиеся за долгий переход по полупустыне, разграбили роскошные сады и виноградники вокруг Семендера, но обитатели этих незащищенных поселений могли легко укрыться в густом лесу на берегу Терека. Жители Саркела, вероятно, разбежались заблаговременно, ибо сражаться стало не за что и не для чего. Гибель иудейской общины Итиля дала свободу хазарам и всем окрестным народам. На западном берегу Каспия усилился эмир Дербента, а на восточном – эмир Хорезма. Но и они не смогли удерживать в покорности степные народы, узнавшие вкус независимости. Для всей Великой Степи наступил период этнической раздробленности, продолжавшийся 250 лет. За это время сложилась оригинальная средневековая вариация степной культуры, так как кочевникам никто не мешал жить. Хазарский каганат исчез не только как государство, но и как важный элемент системы международных связей – политических, экономических, религиозных и даже этнических. Все партии, опиравшиеся на поддержку агрессивного иудаизма, утратили опору, крайне для них ценную. В результате во Франции потеряла позиции династия каролингов, принужденная уступить гегемонию национальным князьям и феодалам. В Китае отдельные солдатские и антикочевнические мятежи переросли в агрессивность и национальную исключительность новорожденной династии Сун. Халиф в Багдаде ослабел и потерял контроль даже над Египтом, не говоря о прочей Африке и Аравии. Дезорганизация разъедала Саманидский эмират. Короче говоря, союзникам погибшей Хазарии стало плохо. Как ни странно, не выиграли и те, кто попытался овладеть страной, лишенной защиты. Хорезмийцы продержались на Волге лишь с 977 по 985 год, не смогли установить искреннего союза с болгарами и ушли, оставив Поволжье языческим гузам. Последние еще в XII веке составляли большую часть населения города Саксин, расположенного в дельте Волги на протоке Табала. Хазарские евреи, уцелевшие в 965 году, рассеялись по окраинам своей бывшей державы. Некоторые из них осели в Дагестане, городские евреи, другие в Крыму, караимы. Потеряв связь с ведущей общиной, эти маленькие этносы превратились в реликты, уживавшиеся с многочисленными соседями. Распад иудео-хазарской химеры принес им, как и хазарам, покой. Но помимо них остались евреи, не потерявшие воли к борьбе и победе и нашедшие приют в Западной Европе. Распад химеры. Итак, пути хазар и иудеев разошлись навсегда. Потомки древних хазар в долине Дона приняли наименование бродники. Потомки бродников впоследствии сменили этноним. Они стали называться казаками. Тесные связи с Черниговским княжеством, русский язык, ставший обиходным, и православие, принятое еще в IX веке, позволили им войти в русский этнос в качестве одного из его субэтносов. Хазарам не за что было любить иудеев и насажденную ими государственность. Экономическое процветание Итиля не дало им никаких благ, а культура господствовавшего этноса была хазарам чужда и, более того, противоестественна для них. Иранская ветвь иудеев принесла хазарам принципы маздакизма, согласно которым злом была объявлена вся неразумная, то есть стихийная природа, включая эмоции самого человека. Добром был объявлен разум, хотя именно разуму свойственны заблуждения. Византийская ветвь иудеев принесла навыки экстерриториальности, то есть отсутствие прямых контактов с природными ландшафтами. И обе они проявили нетерпимость к своему этническому окружению, с которым считались лишь постольку, поскольку это было практически необходимо. И тогда против них поднялись и люди, и природа. Судьбу господствовавшего класса Хазарии, читай господствовавшего этноса, разделили аборигены страны, за исключением тех, кто успел выселиться за Дон или укрыться на гребне, горном хребте Дагестана за Тереком. Волжские хазары оказались в наихудшем положении, так как кормивший их ландшафт опустился под волны Каспийского моря.
Если в III веке уровень Каспия стоял на отметке минус 36 метров, то в конце XVIII века он достиг минус 19 метров, то есть поднялся на 17 метров. Для крутых берегов Кавказа и Ирана это большого значения не имело, но для пологого северного берега, где помещалась Хазария, эта трансгрессия стала катастрофой. Нидерланды превратились в Атлантиду. Цветущие сады, пастбища, все было залито водой, из которой торчали только сухие вершины беровских бугров, где ранее находились хазарские кладбища. Хазарам пришлось покинуть затопленную страну, а без привычного родного ландшафта обычный этнос рассыпается розно. Так и рассыпались хазары в великом городе Сарае, столице всей Западной Евразии. Однако не только этническую целостность потеряли хазары, но даже и то, что кажется неотъемлемым – память, или, говоря строго научно, этническую традицию. Потомки хазар забыли о том, что они были хазарами, а потомки хазарских евреев забыли о той стране, где жили и действовали их предки. Последнее понятно. Для иудеев низовья Волги были не родиной, а стадионом для пробы сил. Поэтому вспоминать о трагической неудаче для них не имело практического смысла. Вот по этим-то причинам Хазария стала страной без исторических источников – письменных, вещественных и этнографических, то есть зафиксированных в обрядах и верованиях. А поскольку до XX века любая история основывалась на сборе и критике источников, то история Хазарии на основе традиционной методики и не могла быть написана. Почему не возникла химера на Руси? Казалось бы, на Руси IX-X веков были все условия для возникновения такой же этнической химеры, какая сложилась в Хазарии. Чужеземцы-варяги господствовали в Киевской земле свыше 60 лет, с 882 по 944 год. Да и после этого оставались там, пользуясь привилегиями военной касты. Наличие большого числа бастардов, появившихся в эту эпоху, не подлежит сомнению, хотя и не отмечено летописцем. Но известно, что каждый хронист описывает не то, что повседневно и известно его читателям, а то, что кажется ему достойным упоминания. Ибо повествование – не статистический отчет. Поэтому отсутствие прямых указаний нарративного источника на метисацию не должно смущать исследователя. Смущает другое. Куда девались потомки варягов и славянок? Да еще бесследно, как будто их и не было. Ведь в Северной Англии и Нормандии потомки норвежцев живут до сих пор. Но с другой стороны, в Ирландии и Сицилии их так же не видно, как и в Поднепровье. Есть ли здесь какая-то закономерность? Поскольку источники не дают ответа на вопрос, обратимся к теории и методике широких аналогий. Сравним положение, сложившееся на Руси, с тем, которое дважды возникало в Хазарии, в VII и в IX веках. В VI-VII веках хазарки сочетались с тюркскими богатырями, а те приняли к себе царевича из рода Ашина. Это была этническая ксения, которая порождает социальный организм, то есть усложненную политическую целостность. Тюрко-хазарские метисы заняли место военных вождей и жертвовали жизнью для новой родины, ибо старая уже была растерзана китайцами. Иными словами, они включились в этногенез хазар как компонент, а не как инородное тело. Поэтому сохранение ханской фамилии и навыков кочевой жизни не имело значения для социальных взаимоотношений внутри сложившегося этноса. Ну, коль скоро хан желает летом ехать с Волги на Терек и Дон, так и пусть катается. Это ничему не мешает. Другое дело был режим Абадии и его потомков, сделавших свою общину господствующим классом в Хазарии. Работали они на себя, а не на своих подданных. Ассимиляции не возникало, так как ни хазар не принимали в общину, ни евреев не допускали снижаться до уровня массы. Два этноса, принадлежащие к разным суперэтносам, жили в одном ареале, как бы пронизывая друг друга. Вот это и есть химера. Варяги в Киеве не похожи ни на тюркютов, ни на иудеев. С одной стороны, это захватчики, обиравшие население на полюдьях, хищники, преследовавшие свои цели, ради которых они бросали своих подданных в бессмысленные походы на Каспий и Понт. И принадлежали они к другому суперэтносу, исповедовали иную религию и имели особую культуру, как будто все говорит об аналогии их с иудеями Хазарии.
Но, с другой стороны, профессиональные варяги были полиэтничны. Их отряды состояли не только из скандинавов, но и из прибалтов, палапских славян, латышей, финнов. При этом скандинавы были не представителями своих этносов, а свободными атомами, людьми, выброшенными с родины взрывом пассионарности. Это значит, что со старыми традициями они порвали, а новые, создаваемые их детьми, наследовались у матерей. Следовательно, если не дети, то внуки варягов становились славянороссами, подобно тюркютским отпрыскам в Хазарии. И этому весьма способствовало то, что сами варяги-отцы либо гибли в неудачных походах, либо меняли Киев на Константинополь, оставляя своим потомкам только генетическое наследство, пассионарность фазы подъема. Это было отнюдь немало. Вот если бы в Киев IX века пришли не варяги, а члены этносов шведского, норвежского, датского, немецкого, как было в Померании и Бранденбурге в XII веке, то аналогия их с хазарскими иудеями была бы правомочной. Евреи-рахданиты представляли суперэтнос, искусственно законсервированный на высокой фазе пассионарности. Рассеяние им не мешало, ибо их кормил антропогенный ландшафт, города. Благодаря искусственности, то есть повышению жесткости системы, не допускался пассионарный перегрев, но зато сама система становилась хрупкой. Потому она и сломалась от первого сильного удара в 965 году. А скандинавские этносы достигли фазы пассионарности, позволявшей им принять участие в создании суперэтноса, только в XII веке. Но тогда они были уже не опасны для Великого княжества Киевского. Итак, варяги не создали в Киеве химеру не вследствие своих благородных качеств, которых у них не было, а потому что не смогли, как не смогли укрепиться в Ирландии. Только в выжженной Нормандии и обескровленном Нортумберленде колонии норманнов, викингов, но не варягов, поселились на пустошах или руинах и выжили, имея с аборигенами минимальные конфликты. Зато они перестали быть норвежцами, а стали субэтносами французов и англичан. На Руси в IX веке шел надлом, переход от акматической к инерционной фазе. В это тяжелое время варяги и проникли на Русь, как бактерии в открытую рану. Но белые кровяные шарики, местные пассионарии, ликвидировали инфекцию, следом которой осталось только название династии князей-воинов – Рюриковичи. Это были метисы, инкорпорированные славяно-росским этносом. Концом этого процесса этнического выздоровления следует считать не политический переворот Ольги, а культурный сдвиг, возвращение к старой готско-росомонской традиции контакта с Византией, крещение Руси Владимиром Святославичем. Но был еще один феномен не менее существенный, чем только что описанный. Подъем пассионарности, охвативший в IX веке Западную Европу, повел к созданию там могучего и хищного суперэтноса, встреча с коем была неизбежна. Она могла быть дружественной или враждебной, но в любом случае влекла за собой необратимые последствия. Об этом и пойдет речь в следующих главах.